Чего ж мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: «Если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки. Мне страх, мне нравится, что ты поэт, что ты сдружился славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты поле за сахою. Старая стала и совсем плоха, но если б дома был ты изначала, то у меня была бы теперь сноха, и на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, свою жену легко отдал другому, и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омуть. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был так смиренен, и говорили все наперебой: какой счастливый Александр Есенин! Тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больнее и горче, что отца была напрасная мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом, и потому так горько речи льются, что знаю я на опыте твоем, поэтам деньги не даются. Мне страх, не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты поле за сахою. Теперь сплошная грусть, живем мы, как во тьме. У нас нет лошади, но если был ты в доме, то было бы все, и при твоем уме пост председателя в исполкоме. Тогда бы жилось смелей, никто бы нас не тянул, и ты мне знал ненужную усталость. Я бы заставляла прясть твою жену, и ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкаю письмо, я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном? Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном.